Вирус COVID-19 продолжает свое пагубное шествие по всему миру. Во всех регионах страны введен карантин. Наша республика стоит особняком, являясь одним из немногих регионов страны, где ситуация пока не обращена печальной статистикой. Все меры предосторожности соблюдены, а контактных граждан, прибывших из других регионов, тестируют на болезнь и изолируют на 2 недели с последующим наблюдением. На сегодняшний день в Ингушетии есть всего один случай с подозрением на заражение. Сегодня появился первый подозрительный случай, он пока сомнительный результат. У нас всего в Российской Федерации 3 института, которые исследуют, и до того, как они, это в Москве противочумные, в Питере и Новороссийске, Вектор. Пока они результат наш не подтвердят, у нас мы считаем, что еще просто сомнительный случай. Коронавирус очень коварная болезнь. Симптомы проявляются лишь спустя несколько недель после заражения, а человек даже не подозревает, что он является источником смертельной опасности как для себя, так и для окружающих. Чтобы установить окончательный диагноз, подозреваемый должен пройти ряд тестов в специальных лабораториях. Нами выявляется РНК вируса COVID-19 при постановке, при положительных, двухкратной положительной реакции, нами, значит, положительные пробы с отбором дополнительного биологического материала, это сыворотка крови, отсылается в ближайший противочумный центр, это город Москва, определенная согласно приказа Федеральной службы Роспотребнадзора, на подтверждение коронавирусной инфекции. То есть диагноз, то что больной является носителем или больным коронавирусной инфекции, окончательное подтверждение идет только с противочумного центра. Всего в регионе протестировано 269 человек, и лишь один попал под подозрение медиков. Выводы делать пока рано, но чтобы обезопасить своих родных и близких, каждый гражданин должен следовать ряду обязательных правил. Самое, что можем посоветовать, это, конечно же, изолироваться дома. Изолироваться даже не только тем, которые вернулись из-за рубежа или из других субъектов Российской Федерации, но даже тем, которые находятся дома, никуда не выезжали, тем не менее, поменьше контактов, чтобы они сидели дома, чтобы ни с кем не контактировал, если есть возможность не проводить какие-то массовые мероприятия, публичные какие-то мероприятия. Несмотря на ужасающую картину в некоторых европейских странах, в России ситуация пока стабильная. Главное соблюдать правила карантина и все связанные с ним меры безопасности. Каждый из нас должен осознать всю степень ответственности, которая лежит на нас сегодня не только за свое здоровье, но и здоровье всей нации. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.